Мен заң факультетінде бірінші курс студенттер арасында сыбайлас жемқорлық және құқықтық саясат бағытында дәріс тренинг өткізілді. Дәрістің негізгі мақсаты студенттерді сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, жұмысына тарту және біздің университетте студенттік омбудсман институтының қалыптасуына байланысты студенттерді соның қызметімен, функцияларымен, негізгі яғни телефондарымен, хабарласу мүмкіндігімен таныстырдық. Және сыбайлас жемқорлық құбылыстарының анықтамасын бердік. Студенттер өте қызығушылықпен тыңдады. Қажет болған кезде осы телефондар арқылы хабарласуға болады. Сегодня у нас на первом курсе продолжаются лекции по теории права. Тема «Структура права». Право – системное явление и очень важно для студентов имели ориентацию в этой области. Я прослеживал основные структурные единицы, нормы права или правила. Потом на следующем уровне правовые институты и макроструктура права, отрасли права. Соответственно, было разграничение между разными отраслями. Основа структуры задает конституционное право, потом основные ветви гражданское право, административное, уголовное и отрасли, подотрасли. Можем сказать, что эти отрасли, они профилируют всю систему, а потом уже идут процессуальные отрасли, соответственно, гражданское процессуальное право, административно-процессуальное и уголовно-процессуальное. Надо иметь в виду и то, что самое крупное подразделение – это национальное и международное публичное право. Мы занимаемся прежде всего национальным правом, потому что студенты в их подготовке направлены прежде всего на применение национального права в разных государственных органах, в области юстиции и так далее. Все-таки выделяем внимание и на структуру международного права и сечение между национальным и международным правом в плоскости международного частного права. И связь между системой права и системой законодательства. Система права показывает эта структура с точки зрения правовых норм, а система законодательства с точки зрения разных источников. Они тоже получили информацию о процессе кодификации, систематизации права. Это в общих рамках располагается тема система права, а мы на этой основе рассмотрели основные правовые системы или группы в современном мире. Эти подразделения происходят еще в средних веков и окончательно формируются становлением буржуазного государства и права. Это система континентального права, еще называемая романо-германская система, и система общего права, она англосаксонская система. На этой основе уже существуют разные виды системы религиозного права, специально мусульманского, обычные традиционные системы дальневосточных, которые в Азии существуют, и другие. В основном в современном мире именно романо-германская и англосаксонская правовые системы оказывают самое большое влияние.
и в разных разновидностях они существуют во многих современных государствах.